день радио отметили в Советском Союзе в 1925 году, но сам праздник уходит корнями в далекий 1895 год, когда выдающийся физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил пробный сеанс связи. То, что 120 с лишним лет назад казалось волшебством, сегодня вполне привычное явление. День радио – это не просто праздник радиостанции, да, не только праздник одного микрофона, да, или одной волны. Это праздник, я думаю, для всего народа, потому что радио – это тот самый инструмент, который когда-то в самые сложные времена развлекал людей, давал им возможность как-то отвлечься от своих проблем, послушать музыку и увидеть что-то прекрасное в нашем будущем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. По всему миру вещают миллионы радиостанций, в Ингушетии их 3: ИТТ, ГТРК Ингушетия и самое молодое радио нашей компании, сотрудники которого даже в свой праздничный день ведут прямые эфиры. Сегодня в гостях у них глава Ингушетии. Во время эфира гость программы и радиоведущие обсудили темы, которые актуальны на данный момент. Радиослушатели имели возможность позвонить и задать вопрос главе. Я помню, когда не было вообще радио. Я помню, вообще не было телевидения нашего. Какая мечта у меня была, и как я ездил к президенту Российской Федерации, председателю правительства, как эти документы мы подписывали, как мечтали об этом здании, да. Я сегодня рад, что у нас это все есть, что вы сегодня на волне. Что я хочу пожелать? Чтобы вас больше любили, чтобы к вам больше обращались, чтобы с каждым днем радиослушателей было больше. Если их будет больше, значит, вы свою работу делаете не зря. Национальное радио сегодня – это более 10 часов прямого эфира ежедневно, десятки звонков и СМС из разных регионов страны. Радио вещает на волне 88,8 FM. В этом радиокомплексе 3 студии, 2 эфирные аппаратные и продакшн-студия. Все они взаимозаменяемые. Нажатием одной кнопки можно перевести звук с одной на другую, не прерывая прямого эфира. Как видите, идет. Так как у нас преддверие сейчас 9 мая, соответственно, тема и остальное все у нас приходится делать на эту, то есть ориентироваться на праздник. Каждый день эта команда встречает своих слушателей бодрым настроением. Если вы хотите кого-то поздравить, передать привет или просто послушать любимую композицию, то смело звоните во время интерактива, который длится 5 часов каждый день. Мы посвящаем весь наш утренний эфир, эти первые 2 часа, как минимум, решению каких-то проблем. Стараемся решать, ну и, конечно же, развлекать. Конечно, развлекать, потому что сегодня у нас в гостях был, например, Алаудин Исмурзиев еще утром. Обрадовал, наверное, всю республику своим прекрасным голосом. Недавно еще был Рахманбек. В общем, много-много всего. Стараемся особо не грузить людей, но с одной стороны. С другой стороны, решать какие-то вопросы. У этой молодой команды нет ни минуты свободного времени, ведь они работают, чтобы все больше людей настраивались на волну 88,8 FM и получали свою порцию хорошего настроения. Залина Магушкова, Майрбек Миржоев, Новости 24.